2009 году процент оснащенности дошкольным учреждением было детей порядка 9%. На сегодняшний день у нас 43%. На повестке исполнение поручений президента и правительства России. Расскажем об итогах селекторного совещания с Дмитрием Медведевым. В месяц Рамадан сотрудники различных организаций проводят благотворительные акции по оказанию помощи малоимущим семьям. Расскажем об одной из них. Перекрытие русла Назранки с последующим присвоением. Почему у жителей Насыркорта оказались документы на природоохранный объект и другие подробности рейда экологов в выпуске. А сотрудники МРСК провели рейд по должникам и любителям бесплатного пользования электричеством в селении Инерки. Он уже сегодня готов вновь переступить планку в 11 тысяч отжиманий, тем самым побив мировой рекорд. В отжиманиях ему нет равных. 6-летний Ибрагим Льянов установил абсолютный рекорд с заявкой на внесение в Книгу рекордов Гиннесса. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Ингушетии удалось почти в 5 раз увеличить долю маленьких жителей региона услугами дошкольного образования в рамках нацпроекта «Образование». Обеспеченность местами в детских садах к 2021 году в Ингушетии должна составить 71%, заявил глава республики на селекторном совещании по вопросам исполнения поручений президента и правительства России. Оно прошло под председательством премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Основной темой обсуждения в режиме видеоконференции стала исполнительская дисциплина на всех уровнях власти. Подробности в репортаже нашего корреспондента. На совещании рассмотрели ряд социально значимых поручений президента и правительства России. О ситуации в Ингушетии с обеспечением детей местами в детских садах премьер-министру России доложил Юнусбек Евкуров. Руководитель региона сообщил, что в 2019 году в Ингушетии планируется ввод в эксплуатацию 22 садов на 4840 мест. А до конца 2021 в рамках нацпроекта «Демография» в регионе запланировано строительство еще 8 детских садов на 1760 мест. Это позволит до 55% увеличить охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. С учетом прогноза увеличения заявок в электронную очередь необходимо создать дополнительные 10 640 мест за счет строительства и ввода в строй 48 объектов дошкольного образования, отметил Евкуров. В 2009 году процент оснащенности дошкольным учреждением было детей порядка 9%. На сегодняшний день у нас 43% детей охвачены дошкольными учреждениями. В этом году мы завершаем строительство 22 дошкольных учреждений. Выходим мы на 51%. В электронном очереди стоят 7713 человек, 36% это 13283 не состоят в очереди из-за того, что в селах нет дошкольных учреждений. Дополнительно мы за эти годы создали из внебюджетных средств в том числе и привлекая в крупные госкомпании более 6 тысяч тоже дошкольных учреждений мест. К концу 2021 года, уважаемый Дмитрий Анатольевич, выходим на 71% всего, в том числе в рамках нацпроектов. Для того, чтобы охватить оставшиеся 10 772 места, нам нужно дополнительное строительство порядка 45-48 дошкольных учреждений. Вот такая задача сегодня есть. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что в 4 регионах, в том числе и в Ингушетии, ситуация с доступностью мест в детских садах наиболее сложная, поскольку накапливалась за годы. Ситуация, кажется, более такая сложная, потому что она накапливалась за годы. Я не могу сказать, что вот, отвечающие за это лица не обеспечили в срок и должны за это нести прямую ответственность. Это результат накопительный. Но надо завершать со всеми проблемными субъектами федерации и думать о том, каким образом эту программу полностью закрыть и по Забайкалью, и по Бурятии, и по Дагестану, и по Ингушетии, и по Республике Крым.
В частности, Дмитрий Медведев согласился с вице-премьером Татьяной Голиковой о необходимости дополнительного софинансирования со стороны государства в строительстве детсадов в указанных 4 регионах. Как заявил глава Кабмина, в следующем году эти обязательства перед гражданами должны быть удовлетворены. Жители Ингушетии путем голосования выберут один из 3 вариантов проекта будущего музея под открытым небом. Он откроется в административном округе Гамурзиева на месте древнего городища, обнаруженного в ноябре прошлого года в ходе реконструкции федеральной автомобильной дороги «Кавказ». Об этом заявил глава региона Юнусбек Евкуров на совещании в Магасе. Концепция будущего музея разработана специалистами Минкультуры региона совместно с археологами, художниками и историками и представляет собой инсталляцию в виде консервации выразительной части городища. Глава Ингушетии поручил до 30 мая полностью разработать планировку территории и предложить жителям республики для голосования 3 макета будущего музея. На всех объектах вдоль трассы «Кавказ» в Ингушетии, имеющих археологическую ценность, работы закончены. Ранее сообщалось, что в зону реконструкции федеральной автомобильной дороги попал участок с захоронениями кабанской археологической культуры, датируемыми 6-5 веками до нашей эры. Участок, на котором были обнаружены останки, оружие и украшения древних воинов, находится в районе строительства 2-уровневой развязки в Карабулаке. Что может содержать? То есть дать там возможность, там, вот, там есть, там написано, там, различные бутики, там магазины там вот эти, где можно вот сделать, как на аллее спортивной славы, позволить там предпринимателям, которые там построят ряд там. Тогда еще говорил, надо что уже сейчас уже спланировать выезд с федеральной трассы и въезд на федеральную трассу туристов, которые там будут приезжать. Там есть примыкание, предполагается. То есть это все придумать. И там, конечно, должна быть там стоянка машин, территория. По стоянку машин. Конечно. И люди, чтобы проезжаешь, не только музей посмотреть, когда есть возможность заехать, там, увидеть, Парковка. закупить сувенирную продукцию, там еще что-то. То есть за счет чего можно зарабатывать и содержать в музейном комплексе. Проработать. Но в любом случае, мне кажется, вам надо сориентироваться на... Когда мы битву в горах делали, тоже смотрели, там, как что можно сделать под открытым небом. 5, 6, 10 вариантов смотрели, вот так родилась идея битвы в горах. Потому что тогда у нас с вами не было даже элементарного фока, где провести такие соревнования. Поэтому мы, если были бы вот как дворец спорта, может, и не пришла бы в голову идея битвы в горах. А потом это все красивая идея, так она в жизни осталась, да? Так и здесь, проработать вопросы. Посмотрите несколько вариантов в соцсетях, в YouTube, посмотрите. Я думаю, что найдете там хороший, подходящий вариант, как можно сделать. То, что вот это все и на этом показано, это все как бы европейский стиль. Но то же самое можно закамуфлировать под наш кавказский стиль. Можно закамуфлировать то же самое. Сейчас эти тюнинги делаются везде. То есть это один из вариантов. Понятно? Сроком до 30 мая проработать эти вопросы и предложили конкретно подготовьте мне. Чтобы мы потом 3 варианта выставим на общественный суд, а до этого времени еще, до 30 мая, министру задачу поставьте, чтобы они делали планировку территории, схему территории. Где стоянка, где что будет, там тоже дизайн-проект, пускай это Плеева, Лидой там постараюсь сделать. Понятно? Каждый новый день священного месяца Рамадан – это еще одна возможность заслужить награду Всевышнего, когда мусульмане особенно стремятся совершать добрые поступки и раздают милостыню. Сотрудники различных ведомств и организаций, а также рядовые граждане проводят благотворительные акции по оказанию помощи малоимущим семьям в виде продуктовых наборов первой необходимости. Очередная такая акция прошла в Сунжинском районе. Дана Плиева расскажет подробнее. Мука, картошка, масло и сахар. Без этих продуктов питания просто не обойтись. Но бюджет семьи Гайсановых не позволяет купить даже их. Буквально на днях, решив написать на инстаграм главы, Люба Гайсанова и не ожидала, что на ее просьбу откликнутся так быстро.
Обращение в адрес главы региона поступило и от Азы Татреевой. Ветхий дом, а на попечении 2 детей с ограниченными возможностями здоровья. Весь доход семьи, детское и пособие по безработице. Найти работу пока не получается, ведь домашние хлопоты на плечах хозяйки дома. И такая помощь, тем более в священный месяц для семьи, большой подарок. Помощь от квадрата, даже хамцулажи. В социальных сетях, конечно, в день несколько сообщений приходят, и на имя главы, которое отправлено, они к нам пересылают, а также на имя главы района приходят 7-8 обращений в день. Мы тщательно изучаем каждый вопрос, смотрим, что необходимо, как необходимо, и вот так как-то помогаем. А в священный месяц такие благотворительные акции охватывают почти все районы республики. Ведь Рамадан – это не только время милости и прощения, а благих дел для каждого мусульманина. Дана Плиева, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Министерство труда и занятости страны предложило проект, предлагающий расширить список профессий сельских тружеников, которые смогут получать 25% надбавку к пенсии. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту, в новом списке профессий учитываются не только профессии, характерные для сельского хозяйства. Список дополнен теми должностями, в обязанности которых входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники и охраной производственных объектов сельского хозяйства. В список также предлагается включить индивидуальных предпринимателей, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями. Положение проекта предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. Некоторые жители Насыркорта явно перебарщивают с понятием «земля – наш общий дом» и в самом прямом смысле самовольно захватывают приглянувшиеся участки земель. В центре внимания экологов и целого ряда ведомств, включая прокуратуру, вновь стала река Назранка. Причина проверки – перекрытие русла реки Глина и ограждение доступа. В свою очередь, нарушители уверяют, что у них есть документы на право собственности. В непростой ситуации разбиралась Диана Дударова. Некогда здесь, у берегов реки Назранка, отдыхали взрослые, купались дети, ловили рыбу и даже пили воду из родника. Сейчас в это, конечно, мало верится. От былого места досуга практически ничего не осталось. А этот участок заполнен строительной техникой и отходами. Ими распоряжаются братья Исмурзиевы. На землю, являющуюся фактически государственной, у Исмурзиевых, как они утверждают, имеются документы, подтверждающие право собственности, подлинники которых они отказываются предоставить. Также в отношении них не раз выносили постановления о нарушениях и приходили штрафы, которые Исмурзиевы оставляли без внимания. Этот телефон не отвечает. Я выношу в его отсутствие через несколько дней, а выношу постановление о его наказании. И сейчас я воспользуюсь моментом. Дурак, вот иди, распишись, что ты получил административное постановление. Алло? Очевидцы постепенного засыпания реки землей местные жители, которые живут здесь не одно десятилетие. С соседями Исмурзиевыми проводили не раз беседы, чтобы те не заваливали реку землей и глиной. Жители уверены, что именно по этой причине и перестали течь местные родники. شن منوتاه من فيدر حلوزج إذا وجوه دواش كيدرس يبغى الحست لقب ويخير شو أنت حش كعبالس يا عدو التوكل جد حست مخينش ديرش دا والداني عمل دوارش حست مخينش ده تمغا إزمل دوش ده هنا خينش متجش كن زاتش عشيقش لا تش عتديستش إز دعو قجلة إز دعي قديان مغردش شوت جلات لات مداخ كتستقى يا حماش عيو سجر نيسي مداخ قياقش بولبش ده مدستي حستج لقد دوي مدرستي بيخ حماش عم يسياتش يسيجات يعني يخسيتها سلطة يخت أغزاد عدول دندي هم ويتا عندي هم قول شعبات يوم ويتا عندي هم يريك أربعة سنين خرط هذا حمد أيوة حمد روس تجي حمد أيوة جا أدواج غي ناسكت يخي أدواج خانسان وش خيش جالسان تذكر ثانية وخالك نسوي وناسكت تعوز أنا حوار حوار أنا عايز ناسكت ناسكت حينية حلو لقى أدول دميدي هنا نت أول بول شو شيء حلوات أدول دنا يلاه تدريس هذه حاسة خيد عديان
С мнением жителей, что они испортили эстетический вид территории, братья Исмурзиевы категорически не согласны. Напротив, утверждают, это были заброшенные участки, которые они привели в порядок. А земли, находящиеся сейчас в их собственности, некогда были болотами. С другой стороны, местные власти утверждают, что эти участки – государственная собственность, и никто не имеет права их продавать и покупать. Тогда что за документы в руках Исмурзиевых? Однозначного ответа тоже никто не дает. Захватили эти земли, засыпали родники, фактически привели к катастрофе экологической. Эти места, в отношении их административная комиссия, у которой есть частичные полномочия мирового суда, административная комиссия города, вынесла постановление, и я его здесь же вручил этим людям. Поставить точку в этой истории. С этой целью приехали представители Росприроднадзора, прокуратуры, Минприроды и неравнодушные жители. Навал земли и глины – ни одно нарушение на территории Назранки. Росприроднадзор еще в прошлом году выявил более 30 нарушений со стороны местных жителей. Это и незаконно проложенные источные трубы, подведенная канализация и построенные вдоль русла реки домовладения. Штовали, предупредить, что это противозаконно, что нельзя. Они ссылаются, что они имеют право. На сегодняшний день мы будем по своей линии отбирать пробы, составлять акт, и будем принимать меры административного воздействия, и будем в суды обращаться с исковыми требованиями. И, конечно, хотелось бы, чтобы администрация более плотно занялась своим, потому что в первую очередь они ответственны за эту ситуацию. Потому что если люди говорят, что у них документы есть, то на основании чего выдавались эти документы? Выездное совещание провела и прокуратура Назрани, в ходе которой было выявлено несколько нарушений со стороны жителей. В каждом случае местные захватчики все как один ссылаются на наличие документов, выданных администрацией Насыркорта, подтверждающие право собственности. Но представителям закона они их представить почему-то не спешат. В настоящее время сейчас прокуратура города Назрани будут запрошены сведения с регистрационной палаты, с органом местного самоуправления, с целью установления соблюдения норм федерального законодательства. Местные власти, в свою очередь, не раз встречались с нарушителями, но все просьбы и доводы оказались безрезультатны. Новое руководство ставит перед собой цель привести в порядок былую зону отдыха местных жителей. Везде предупредили, везде сказали, ходили к ним, там на руках у них было предписание, которое мы написали, они еще даже штраф не оплатили. Сегодня очень хорошо, что сегодня собрались, и я думаю, что сегодня уже мы поставили точку над «и» и решим все эти вопросы, и восстановим все как в прежнем состоянии, которое было раньше. Ставить точку в этой истории пока рано. Кто действительно виноват в сложившейся ситуации, и устанавливать лица, которые так легко распорядились судьбой государственной территории, будут уже через суд. Диана Дударова, Джамалел Тамасханов, Новости 24. Наш земляк Юсуп Келигов назначен на должность заместителя руководителя Ассамблеи народов Казахстана. Келигов живет и трудится в стране уже долгие годы и пользуется особым уважением. Главная задача организации – сохранение межнационального согласия и мира в стране. На столь почетный пост Юсупа Келигова назначил лично Нурсултан Назарбаев. Подробности в сюжете Амины Боковой. В большом церемониальном зале города Нур-Султан в присутствии представителей более чем 130 этносов, проживающих на территории Казахстана. Нурсултан Назарбаев, председатель правящей партии страны, назначает нового заместителя, руководителя, не имеющий аналога во всем мире организации – Ассамблеи народов Казахстана. Им стал наш соотечественник Юсуп Келигов. По предоставлению Совета Ассамблеи подписано распоряжение о назначении председателя Ассамблеи народа, члена правления Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народа в войнах Келигова Юсупа Хасановича. Уже более 20 лет Ассамблея народа Казахстана работает на сохранение межнационального мира и согласия в стране. Ассамблея – один из мощных механизмов по проведению национальной политики. Быть ее членом – большая честь для всех диаспор, проживающих на территории Казахстана. Мы хорошо этих наших товарищей знаем, поздравляем их с этим почетным работой и должностью, которую мы сегодня их назначили.
Исуп Келигов родился и вырос в селе Кантышево Назрановского района, а в возрасте 15 лет переехал в Казахстан, в город Целиноград. После окончания школы устроился рабочим на завод, а в 27 лет стал уже директором предприятия. Исуп Келигов без отрыва от производства закончил сначала техникум транспортного строительства, а затем Казахский государственный юридический университет, став дипломированным юристом. Избирался депутатом 3 созывов городского маслихата. 12 лет работал в постоянной депутатской комиссии по вопросам законности, правопорядка, депутатских полномочий и этики. Келигов принял самое непосредственное участие в строительстве мечети имени Кунта Хаджи в Астане, построенной вайнахской диаспорой. Также он награжден медалью за трудовую доблесть. Альмина Покова, Новости 24. 4 полосы движения, 3 транспортные развязки и сотни новых дорожных знаков. Все это ближе к концу 2020 года, а пока федеральная трасса «Кавказ» подвергается масштабной реконструкции. Во время проведения строительных работ водители испытывают неудобства и частенько пренебрегают правилами дорожного движения. Вопрос безопасного передвижения транспорта на реконструируемых участках автодороги обсудили в аппарате Совета безопасности региона. Репортаж Микаила Тангиева. Безопасность на дорогах республики – это одна из приоритетнейших задач всех органов власти региона. С таких слов начал совещание секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Зейтов. Самая последняя из причин частых ДТП – загруженные дороги, большой транспортный поток и, как следствие, разрушаемое дорожное покрытие. Особенно это касается федеральной автотрассы, на которой уже несколько месяцев проходит масштабная реконструкция на нескольких участках. По федеральной трассе мы знаем, что проезжает огромное количество иногороднего транспорта. И вот те заторы, которые у нас возникают, небольшие, будем говорить пока, по крайней мере. В основном это на кругу Магаз, вот здесь на повороте. Там сразу же при свороте со стороны города Магаз в сторону Назрани по федеральной трассе. Там необходимо отремонтировать участок буквально там около 80 метров, по-моему, протяженности, до 100 метров будет говорить так. Там очень сложная ситуация, потому что в основном по федеральной трассе передвигаются большегрузные фуры. И вот эта дорога, которая она уже разъеденная, будем говорить так, что, хотя неоднократно там и накладывали, я видел, и асфальт, но тем не менее там нужно принять меры. Только за последние дни на федеральной автодороге зарегистрировано несколько случаев ДТП. Это связано с тем, что на время реконструкции на некоторых аварийных участках отсутствуют специальные знаки и дорожная разметка, указывающие водителям переход на тот или иной участок, где уже проложено асфальтное покрытие. Либо на месте проводятся ремонтные работы, и проезд в этом направлении ограничен. Если они и есть, то порой установлены с нарушениями. Разметка, она должна быть, в том числе вот эта временная разметка, быть четкой, она должна быть понятна для водителей, для того, чтобы мы не получили вчера, завтра или в последующем дорожное происшествие вследствие каких-то проблем с организацией дорожного движения на этих участках. Поэтому пока мы вот таким образом путем переговоров вопросы решали, но не хотелось бы, честно говоря, прибегать к каким-то мерам административного воздействия. На масштабную реконструкцию трассы привлекли большое количество тяжелой техники и несколько десятков рабочих на каждом из строительных участков. В связи с этим на некоторых участках дорога сужается и поток машин замедляется, создавая пробки. Водителей просят с пониманием отнестись к таким временным неудобствам, ведь по завершении всех этапов реконструкции их путь станет куда более безопасным и удобным. Это делается опять-таки во благо этих же участников дорожного движения, чтобы они и где-то в ущерб себе могли бы немного и свое время потратить, и если где-то снизить и скорость, и скоростной режим, и где-то, может быть, остановиться на 3 или 5 минут, я думаю, от этого ущерба не будет никакого. Просто, чтобы люди увидели, что вот есть такие сложные участки дороги, где им необходимо самим участникам дорожного движения обращать на это внимание и быть более аккуратными и осторожными. Строительные работы на федеральной автотрассе «Кавказ» начались в сентябре прошлого года. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до 4 полос. А для распределения потоков автомобилей на объекте построят 3 транспортные развязки разных уровней. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на осень 2020 года. В течение нескольких дней строительная компания обязуется устранить все недочеты на участках реконструкции федеральной автодороги. Работники соответствующих органов власти также продолжат всю необходимую работу, чтобы максимально снизить количество дорожно-транспортных происшествий.
В свою очередь, автолюбители просят набраться терпения на время строительных работ, соблюдать правила дорожного движения и, самое главное, помнить как о своей безопасности, так и безопасности остальных участников дорожного движения. Михаил Тангиев, Магомед Доскиев, Новости 24. Коммунальный долг тоже платежом красен. Сотрудники МРСК активно взялись за тех, кто игнорирует обязанность платить за потребленное электричество. Рейд по должникам и любителям бесплатного блага цивилизации прошел в НРК по улице Шарипова, в ходе которого примерные абоненты на месте оплачивали платежи, а до нерадивых так и не удалось достучаться. Подробности у Тамары Хашагульговой. Увидеть электроэнергию нельзя, а вот выявить неплательщиков, которые незаконно ее потребляют, вполне реально, хотя и не всегда. Как в этом случае, например. Стучи в ворота, не стучи, открывать здесь никто не собирается. Впрочем, таких абонентов не так много. В основном жители с радостью принимают участников рейда. Ведь оплатить задолженность можно прямо на месте. У энергетиков при себе даже кассовый аппарат есть. Ахмед Камурзоев старается платить за предоставляемые ресурсы исправно, не накапливая долги. منوتي يجي خلق علي خلق يترخوق تروح دا أزل جاء سبيت يزش خلش سنليرهم سبر شيخانا أخذ $10 خارج هذا. Энергетики стараются идти на уступки жителям. Погашать долги можно по частям, если нет возможности погасить всю сумму сразу. Главное платить, потому что в противном случае должников просто отрезают от сети. Поэтому жители только рады такому раскладу. Участники рейда фиксируют в протоколе сумму, которую жители обязаны заплатить энергетикам. Если потребитель с актом не согласен, ущерб взыскивают через суд. Но доводить дело до этого никто не хочет. Каждый понимает, что решение будет не в их пользу. تواني دول دول شرق دول حد واحد زلوس نفلتش كيش وي ويتش استخ بوخ بو أخبر بدر إيش نه دخخ شر يحيو دخخ شر يحيو مسك شر دكير يح داخل برج دائما نعرج إلى لا تشيء أزدش حماج ده سقيت شو دخخ شر أول فت مارخي بوت بحخد تاخ مولت بوت بوال تاخ غربن بوت بوال تاخ نو بوت بوال تاخ بيرج شكولي دغيت تيست بوال إيش تحس بحنش ده على إيش بحنش كوستش ده. Цель энергетиков не наказать неплательщиков, а возместить свои потери за предоставляемые ресурсы. Ведь полученные средства – это дополнительный источник развития электросетей, повышение качества их работы. В конечном счете от этого выигрывают сами жители. Например, как в этом случае. По улице Бекбузарова на эти средства смогли заменить аварийные столбы. Нами была проведена работа по замене дефектных опор, которые были по различным причинам, у которых были изломы у основания, у некоторых посередине. Поэтому мы провели работу по их замене. Как видно, старые опоры убрали, заменили траверсы, где нужно, провода подтянули. Жители не нарадуются. Жить в страхе, что столб может в любой момент обрушиться и оборвать провода, или еще хуже, покалечить кого-то из прохожих, больше не придется. По плану такие опорные столбы планируют установить на других улицах Инерки и в других сельских поселениях Малгобекского района. А как скоро это произойдет, зависит от того, насколько исправно абоненты будут платить по счетам. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Первый в истории Ингушетии спортсмен, одержавший победу в самой престижной бойцовской организации мира, Мусыр Евлоев, встретился со школьниками. После победы на турнире UFC он стал настоящим кумиром для тысяч мальчишек. Возможностью пообщаться и задать вопросы бойцу воспользовались сотни ребят. Встреча прошла в уютной обстановке и позволила поближе узнать спортсмена. Подробности в следующем сюжете.
11 побед в 11 встречах, временный чемпион М1 Global, победитель дебютного боя в UFC. Все это Мавсар Евлоев. Свыше 300 школьников со всей республики приехали на встречу с кумиром. Вопросы самые разные. С чего начать, чтобы добиться такого успеха в спорте? Или каковы ощущения после побед в престижнейших бойцовских организациях? Удались ли тебе все твои заготовки, которые ты готовил к бою на UFC Fight Night? Нет, конечно. Мы встретили очень много ударов, готовили пару, за весь бой провел пару ударов. Но соперник очень опасен тем, что у него очень длинные конечности, и поэтому хотел рисковать. Были у тебя какие-то моменты в жизни, когда ты хотел вообще уйти из спорта? Хороший вопрос. Да, был такой момент, и не один раз. Когда что-то не получается, очень долгое время не ставят бои. Это было раньше. Думаешь, что типа этим не сможешь заработать на жизнь. Думаешь, что свое будущее, там, не знаю, дом построить, жениться. Адам Нальгиев точно знает, Мавсар Евлоев достойный пример для подражания. Приехать на встречу, чтобы воочию увидеть кумира и задать вопрос, эту возможность упустить школьник никак не мог. Адам с огромным интересом болеет и переживает за именитого бойца. Не пропустил ни один его бой. В свою очередь, Мавсар радует его зрелищными победами. Мне очень понравилось, что он нас сюда пригласил, хочет поделиться опытом с нами. Я в будущем хочу быть похожим на него и быть таким, как он, сильным, храбрым и добиться таких успехов, как у него. Несмотря на плотный график, ингусские чемпионы стараются найти время для встреч с подрастающим поколением. Мавсар Евлоев дает школьникам небольшой совет. Всегда добиваться поставленных целей, не отступать ни перед чем. Все довольно просто надо делать для этого хоть что-то, не останавливаться. Очень приятно, потому что так много фанатов. Вдвойне приятно, что маленькие дети пришли сегодня, и будет приятно перед ними выступать. Подобные встречи именитых спортсменов с молодежью в регионе проводятся регулярно. Неважно, в каком виде спорта ты преуспел, главное, чтобы приносил пользу своей республике, считают организаторы. Тот, кто уже чего-то добился, в данном случае мы говорим о спортсменах, да, которые закалили свой дух, которые уже имеют какие-то на счету победы свои, они могут что-то передать, что-то рассказать, поделиться опытом. То есть это, я считаю, очень важно. Чемпион М1 Global нашел время в плотном графике и встретился с юными болельщиками. Мавсар – пример отличного спортсмена и человека для всех. Его советы, несомненно, помогут начинающим. И вскоре наша республика получит еще больше чемпионов. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. А вот герой нашего следующего сюжета бьет всевозможные рекорды. Прямой претендент на внесение в Книгу рекордов Гиннесса по количеству отжиманий. Ибрагим Лианов в свои 6 лет удивляет выносливостью и необычайной силой. Личный рекорд мальчика – 11 тысяч отжиманий за 2 часа и 38 минут. Всеобщее удивление и огласку рекорд Ибрагима получил после эстафеты отжиманий в соцсети. Мальчик победил и поразил всех. С юным рекордсменом встретился Зелимхан Калоев, ему слово. Если 30-50 отжиманий за раз норма для среднестатистического взрослого человека, то для Ибрагима Лианова это просто легкая разминка. Он уже сегодня готов вновь переступить планку в 11 тысяч отжиманий, тем самым побив мировой рекорд. Мальчик-геркулес своей выносливостью и силой поражает даже самых опытных спортсменов. В свои 6 лет он отжимается как профи. Правильное дыхание, равномерная нагрузка, полная концентрация, которая так необходима. Маты в спортзале создают еще большую нагрузку на тело из-за амортизации поверхности. 1108, 1109, 1110, 1111, 1112. Секунданты только и успевают подсчитывать за спортсменом. В глазах удивление, в сердце гордость и мертвая тишина. Бой на выносливость и силу, в котором поддерживают отец и старший брат. Немыслимые рекорды он начал ставить всего пару месяцев назад. Тогда интернет облетела новость о 6-летнем спортсмене из Чечни Рахиме Куриеве. Первая попытка Рахима зарегистрировать рекорд, когда он отжался 4105 раз, не удалась, так как ребенок несколько раз отвлекался на счетные палочки. В итоге позднее спортсмену все же удалось отжаться 3202 раза без перерыва. После этого Тимур Лианов поинтересовался у сына, сможет ли он побить этот рекорд. Тихо. За 4-5 месяцев. Борьба
4200 ют, борьба вождина. Центральных дух упражнений жет не ягодина ют. И воскресенье тандина совайтас. Борьба вождина кодедутся. Понедельник, среда, пятница. Цедин по 4200 моей тетас. Как упражнения есть, да, их подготовительной школе ахуану нулевой класс валит. Сюда делал да борьба вождина, да, нагрузка 4200 вот. Борьба целого вождина то же самое. ШДД по 6300 и вождина субботу контрольный это. Игорь Дукай результат малая яхра. За 2:38 11 счета. Широкую огласку рекорд Ибрагима получил сразу после того, как он бросил вызов соперникам в эстафете отжиманий. Ее организатор — спортклуб «Чингиз». На конкурсный номер в WhatsApp стало поступать огромное количество видеороликов, где маленькие дети показывают настоящее мужество и волю к победе, среди которых и ингушские амазонки. Впрочем, услышав про маленького Шварценеггера, как Ибрагима прозвали в соцсетях, и о его личных рекордах, организаторы засомневались, ведь такого еще нигде и никогда не было, и решили проверять. Первое место занял Ибрагим Лянов. Нам его посоветовал наш тренер по вольной борьбе с Нового Реданта. И мы сказали, пожалуйста, хотите дома, чтобы сделал, или хотите сюда привить. Они привели сюда, в этот наш зал. Чтобы проверить, да? Да, чтобы проверить. Лично я сам сидел. И я его остановил на уже 1555 отжиманий. Я понял, что парень пойдет дальше. Наблюдают за спортсменом с радостью и гордостью. С каждым отжимом вопрос, надолго ли хватит сил. А Ибрагим тем временем ставит и покоряет небывалые планки. За 1 час и 23 минуты уже 4600 отжиманий. Это в режиме нон-стоп. Трудно поверить, что даже это немыслимое количество отжиманий для него всего лишь дневная норма. Первый рекорд по отжиманиям, попавший в книгу рекордов Гиннесса, принадлежал Чарльзу Линстеру. В 1965 году ему удалось отжаться без перерыва 6006 раз. Следующий рекорд установил японец Минору Йошида в октябре 80-го, отжавшись 10507 раз без остановки. Но ингушский триумфатор, по словам отца, смог перейти этот мировой рекорд с отрывом на 500 раз. Многие и не сомневаются в этих способностях, а опытные тренеры за всю свою 70-летнюю практику такого еще не видели. При моей практике я не встречал, чтобы вот в таком возрасте, ему всего 6 лет, 11 тысяч раз, чтобы отжимался, это просто что-то невероятное. Таких я не встречал, вот сколько я работаю, тренерской работы, таких я не встречал, вот впервые встречаю. Вот. Достоин ли мальчик вот с книги рекордов Гиннесса? Он, соответственно, достоин. Как если в 6-летнем возрасте 11 тысяч раз отжиманий делает, конечно, он достоин, еще как достоин. Мальчик за 2 часа безостановочно выполняет упражнения. Сегодня у него только легкая разминка мышц, поэтому за 1 час 45 минут решили остановиться на красивой цифре в 4 пятерки – 5555 раз. В том, что спортсмен невероятно силен, сомнений нет. Ибрагим занимается вольной борьбой в ФОКе Нового Реданта под руководством Рамзана и Адама Гагиева. Его каждое утро начинается с 4 подходов по 1000 отжиманий за раз. Но и это не единственный конек спортсмена, это видно и по кубикам пресса. А интервью дает, сидя на идеальном шпагате. Шпагат тихо, отжимания же их кафе хохани. Персонал шпагат, угулис, пресси, персонал. А пресс мама салю атах. Да? 4 или 40? 40 минут. 40 минут, безостановочно, да? Повторить рекорды младшего брата у Зелимхана Льянова пока не получается. Он достигает только 3000. Но это не мешает ему экспериментировать с весами. С гирей на спине в 16 килограммов он выжимает максимум. 11-летний спортсмен также в скором времени планирует заявить о себе, но в вольной борьбе. Первый я хай. 13.
Многие могут ошибочно подумать, что недетские нагрузки могут повлиять на здоровье, но родители и тренеры спортсменов все держат на контроле. Измеряют пульс и обследуют периодически в больнице. Словом, подтвердить свой рекорд тем, кто не верит, здесь готовы в любой момент, поэтому ждут комиссию книги рекордов Гиннесса. Зафиксировать результат планируют красиво, на высоте птичьего полета, смотровой площадке 100-метровой башни Согласия. Зельмхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. В эту субботу в Музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет мероприятие, приуроченное к всероссийской акции «Ночь музеев». Программа, подготовленная в рамках акции, обещает быть интересной. Посетителей ждут обзорные экскурсии по залам и выставкам музея. Для гостей мероприятия пройдут мастер-классы по технике оригами и пластилиновой живописи. Напомню, что к международной акции с каждым годом присоединяются множество музейных сообществ. В нашем регионе акция стартовала совсем недавно, но она уже успела полюбиться многим жителям республики. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на Национальном.